Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. Сейчас расскажем коротко о самых главных темах сегодняшнего выпуска. Помощь в ремонте квартиры ветерана Великой Отечественной войны Евдокии Котляровой окажет администрация Гагарского района. Госкомсвязь Абхазии и Нижегородский инженерно-экономический университет подписали соглашение о сотрудничестве. Новая сборная команда КВН Абхазии под названием «Фантасмагорцы» примет участие в Кивине в городе Сочи. По поручению президента Абхазии Бадры-Гунба помощь в ремонте квартиры ветерана Великой Отечественной войны Евдокии Котляровой окажет администрация Гагарского района. Ее квартира сгорела накануне. Причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке. Огнем уничтожено почти все имущество ветерана. Где сейчас находится Евдокия Котлярова и как ее самочувствие, узнавала Аэлита Арутюнян. Пожар в квартире ветерана Великой Отечественной войны Евдокии Котляровой произошел утром 11 января. По словам сотрудников МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке. На крики невестки первым на помощь прибежал уроженец Средней Азии, который работал в Гагре. Он помог вывести пенсионерку из пылающей квартиры. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС пожар был ликвидирован. Ветерана и жителей двух соседних квартир эвакуировали. Среди них 2 детей. В огне пострадало все имущество. Все службы отреагировали вовремя, но до прибытия спасательных служб хочется выразить большую благодарность соседям, которые отчаянно зашли в квартиру и помогли выйти самой жительнице этой квартиры. Низкий поклон за вашу самоотверженность, за ваше мужество. Эти люди будут отмечены администрацией обязательно за свою храбрость. Благодаря своевременному вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры. По поручению президента Бадры-Гунба администрация района отремонтирует квартиру Евдокии Котляровой за свой счет, а также предоставит ветерану временное жилье. На данный момент в квартире выносится мусор, обгоревшие элементы. Сама Евдокия Котлярова находится в квартире у своего сына напротив той, которая пострадала. Чувствует себя хорошо, врачи оказали ей необходимую помощь. По поручению президента нашей республики Бадры Зурабовича администрация берет под личный контроль полностью этот инцидент и окажет всевозможное содействие для восстановления данной квартиры. Все средства будут направлены из районного бюджета, все работы будут выполнены в кратчайшие сроки, уже ведется разработка сметной документации, сделаны дефектные акты, и в кратчайшее время приступят уже к монтажным работам. Очень долгие годы ее знаем, и всевозможную поддержку мы окажем этой семье. Великая Отечественная война застала Евдокию Котлярову в Ростовской области. Село заняли немцы, и 11-летняя девочка вместе с дедушкой помогала партизанам, передавая им записки от сельчан. За вклад в победу Евдокию Котлярову причислили к ветеранам-участникам ВОВ. Аэлита Арутюнян, Алхас-Псарди, Ахрамичпа, Абхазское телевидение. Дзука Бенья, мастер спорта СССР, заслуженный тренер по вольной борьбе, заслуженный работник физической культуры и спорта, кавалер ордена Ахс-Апша 3-й степени 12 января отмечает свое 85-летие. За годы тренерской деятельности он подготовил 18 мастеров спорта СССР, 12 кандидатов в мастера спорта, 10 мастеров спорта России и более 800 спортсменов массовых разрядов. Его воспитанники выступают в сборных командах
командах России и Беларуси, работают тренерами и педагогами, сохраняя и развивая дело своего наставника. Во время Отечественной войны народа Абхазии Дзука Бения был старшим офицером по вооружению и технике Министерства обороны, а также заместителем командира резервов и артиллерийского дивизиона учебного центра. В мирное время возглавил работу Гудаутской детско-юношеской спортивной школы и внес значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в республике. 12 января отмечает 75-летний юбилей директор Сухумского физико-технического института академик Анатолий Марколия. Анатолий Иванович Марколия – действительный член Академии инженерных наук имени Прохорова, Российской академии космонавтики имени Циолковского, Академии российских энциклопедий, Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы. Анатолий Марколия возглавляет институт почти 30 лет. Под его руководством СФТИ не только сохраняет, но и развивает мощную экспериментальную базу, что позволяет институту оставаться на передовых рубежах научных исследований, говорится в поздравительном адресе Президиума Академии наук Абхазии. Президиум Академии наук Абхазии поздравляет юбиляра и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых ярких идей и научных открытий. Госкомсвязь Абхазии и Нижегородский инженерно-экономический университет подписали соглашение о сотрудничестве. На данный момент в университете обучаются 38 студентов из Абхазии. Благодаря подписанному договору взаимодействие будет расширяться по многим направлениям. Тему продолжит Нала Чхинджери. Княгининский университет создан для тех, кто готов учиться. Он подготавливает кадры для приоритетных отраслей. Ежегодно в Нижегородский государственный инженерно-экономический университет поступают более 1000 абитуриентов. Среди них и жители Абхазии. Университет включает в себя институты и филиалы разных специальностей, от пищевых технологий до сервиса и туризма. Для еще более тесного взаимодействия в области информационных технологий и коммуникационных систем между Абхазией и Княгининским университетом был подписан договор о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор Анатолий Шамин и председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Берулава. Прошлым летом мы с Роландом Руслановичем, моим заместителем, ездили на IT-конференцию в Нижний Новгород. И в этот момент нас пригласили в этот университет. Роланд Русланович посетил, был там, встречался с нашими студентами. И возникла идея подписания договора о сотрудничестве. Вкратце вам скажу, что на сегодняшний день в этом вузе учатся 38 наших студентов. Я думаю, что сегодня это большое событие не только для Республики Абхазия, но и для нашего университета, потому что мы не привыкли готовить кадров никуда. Университет наш в прошлый год стал одним из лучших университетов по цифровизации, лучшим университетом цифрового развития. Это очень приятно. Поэтому мы очень рады подписанию сегодняшнего договора. В добрый путь! Добрый путь! Добрый путь! Нижегородский государственный инженерно-экономический университет в прошлом году имел самый высокий балл для поступления в вуз. Это я хочу сказать, так как курирую абхазскую вот эту диаспору. От Белогорска, Амурской области, и до Мурманска студенты едут все и получают хорошие знания. И с благодарностью, конечно, профессорско-преподавательского составу и прежде всего Анатолию Евгеньевичу. Это он инициатор, чтобы абхазские ребята учились полноценно на бюджетной основе. Ну, одно пожелание, чтобы ребята все возвращались назад и получали путевку в дальнейшее по трудоустройству от руководства структур экономических, и промышленных республики.
Среди тех, кто обучается в Княгининском университете, студент из Абхазии Энри Эник. Он уже на 4-м курсе. Учится по направлению информационные технологии и системы связи. В вузе оказался не случайно, так как со школьной скамьи увлекался программированием. В планах закончить магистратуру и в дальнейшем поступить в аспирантуру. И, конечно, после вернуться в Абхазию для улучшения качества связи на родине. Я планировал сначала поступить в Москву, но отец узнал о Княгининском университете, и я поступил уже сюда и ни о чем не жалею. Учеба проходит отлично, очень чуткие у нас преподаватели, дают большое количество знаний. Мы проходим программирование, а также защищенные сети. Мы пытаемся защищать информацию от всяческих атак, хакеров и так далее. Среди абхазов я являюсь старостой. Все очень плотно общаемся, очень дружная компания у нас. Нету такого, что кто-то в стороне. Все вместе, все друг друга поддерживаем и помогаем. В общей сложности в Княгининском университете обучаются 38 студентов. Есть связисты, также айтишники и пару энергетиков. Основная масса специалистов обучается именно на информационных направлениях – 21 человек. Артем Бондарь – студент 4-го курса Института информационных технологий и систем связи, как и многие его абхазские друзья. Он является лауреатом премии президентской стипендии Российской Федерации. Такая возможность выпадает даже не всем российским студентам. Было сложно определиться с будущей специальностью и исходил из актуальности и востребованности кадров. После окончания бакалавриата планирую поступать в магистратуру и хотелось бы закончить аспирантуру в дальнейшем, то есть защититься. А дальше? Вот. Дальше пока не имею представления на самом деле. То есть либо зависит... там, возможно, останешься, либо здесь? Да, возможно там. Ну, зависит от работы. Так-то, естественно, в Абхазию планировалось. Уже двое выпускников из Абхазии, окончивших Княгининский университет, работают в Госкомсвязи республики. Один из них – Алмаз Гумба. Работает пару месяцев главным специалистом отдела регулирования государственных СМИ. И заодно продолжает учебу. Он магистрант вышеназванного университета. Я напрямую поступал, сдавал вступительные экзамены напрямую с сайта дистанционно. Образование дают хорошо. Тот, кто хочет учиться, тот выучится по-любому. Год не работал, и вот полгода уже я тут работаю. Заместитель председателя ездил в университет, и там сказали, что студенты Княгининского университета находятся в Абхазии, и потом со мной связались и предложили работу. Я рассмотрел и согласился. Коллектив очень хороший, работа несложная. Мы занимаемся именно центром обработки данных. Будем там работать. Сейчас откроется центр обработки данных, мы там будем работать. У Госкомсвязи Абхазии цели и задачи одни – создание условий для оказания услуг на всей территории страны, а также внедрение перспективных технологий и стандартов. Подписанный договор между Княгининским университетом станет важным шагом в решении поставленных задач. Налач Хиндерия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Задержаны 2 женщины, подозреваемые в сбытии запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. Подробности в оперативной съемке МВД. Очередную разрабатываемую оперативную информацию реализовали сотрудники ОКОН МВД, которые совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска по подозрению в незаконном хранении с целью сбыта наркотических средств на территории Республики Абхазия задержали 2 гражданок. На момент задержания женщины следовали на автомобиле Honda Fit под управлением Гварами Ульяны Александровны, 1988 года рождения, жительницы города Сухум. При обследовании транспортного средства сотрудники милиции обнаружили и изъяли фасовочные пакеты, изоленту, электронные весы, а также личные вещи и документы задержанных. Пассажиркой в автомобиле ехала жительница Республики Татарстан Шарифулина Лилия Мирзагитовна, 1983 года рождения, проживающая в городе Сочи. При личном досмотре задержанная добровольно выдала имеющееся при себе наркотическое средство. Так, задержанная. Поясните еще раз, что это? Мефедрон. Мефедрон, да? Так, уважаемые понятые, обратите внимание.
пакет прозрачного цвета с красной полоской, внутри которого также обнаружены пакеты аналогичные. Согласно экспертной справке, в 11 изъятых пакетах содержалось наркотическое средство мефедрон массой порядка 20 граммов и 1 пакет с психотропным веществом амфетамин. Откуда приехали? Из России. Данное вещество, которое вы собственноручно выдали, где вы приобрели? Мне передали его, чтобы это передать здесь. А кому передать здесь? Девочке. А фамилию девочки? Ну, фамилию не знаю, знаю только, что Оля зовут. Оля зовут? Оля. А вы ей должны были передать? Да, и вернусь обратно домой. Ага, а для чего? Для чего нужно было передать? Для сбыта. Запрещенное вещество гражданка Шарифулина незаконно приобрела в Адлерском районе города Сочи, после чего тайно ввезла на территорию Республики Абхазия для передачи гражданке Гварами с целью последующей реализации. При обследовании мобильного телефона, изъятого у Ульяны Гварами, сотрудники милиции обнаружили фотографии мест с указанием координат геолокации. Оперативно установлено, что последняя ранее незаконно приобрела наркотическое средство в районе объездной дороги города Гагра, которое впоследствии реализовала путем раскладки в виде тайных закладок на территории Республики Абхазия, именно в Сухумском районе. В ходе исследования мобильного телефона гражданки Гварами в приложении Telegram, да, были обнаружены фотографии с обозначением широты, долготы, а также отметками, да, красного цвета. Так, сейчас, воспользовавшись навигатором, мы вобьем координаты, которые здесь указаны, и прибудем на данное место. Прибыв на данное место, мы будем производить обследование участка местности. Обследование участка местности будет проходить с участием граждан, приглашенных в качестве понятых. Конечная цель прибытия у нас указывается как село Яштуха Сухумского района. Еще раз, гражданка Гварами, поясните, вот что за фотографии? Вот тут видно, что вы их отправляете. Там закладка, как будто бы лежит. Как будто бы лежит? Да. Закладки с наркотическим веществом, тайные закладки. При обследовании разных участков местности по указанным координатам в селах Сухумского района сотрудники милиции изъяли 4 готовые к реализации закладки с наркотическим средством мефедрон, расфасованным в 5 свертков. Следственным управлением МВД Абхазии возбуждено уголовное дело. В деяниях Шарифулиной Лилии усматриваются признаки преступлений, предусмотренных пунктами А и Б части 3 статьи 224 прим. 1. А именно, незаконный ввоз наркотического средства на территорию Республики Абхазия, совершенный организованной группой в особо крупном размере, а также пунктами А и В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Гварами Ульяна подозревается в 2 фактах незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыту наркотического средства, совершенных организованной группой в особо крупном размере. На стадии предварительного расследования оперативно установлены все обстоятельства преступных деяний, инкриминируемых вышеназванным гражданкам, а также организатор совершенных преступлений, в отношении которого оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. С 15 по 28 января текущего года город Сочи в очередной раз примет тысячи молодых людей, увлеченных игрой КВН. Среди них и новая сборная команда КВН Абхазии под названием «Фантасмагорцы». Кивин ежегодно собирает порядка 500 команд со всей России и других стран, а это несколько тысяч КВНщиков. О том, как проходит подготовка нашей сборной к выступлению, в материале Ади Цисагария. Новая сборная команда КВН Республики Абхазия под названием «Фантасмагорцы» проводят круглосуточные репетиции в здании Абхазского государственного университета. Они готовятся к большому международному зимнему фестивалю клуба веселых и находчивых, который пройдет в Сочи в январе месяце. Золотой слиток нашей команды состоит из 10 лучших и талантливых ребят нашей республики. Идея организации новой команды КВН никогда не покидала нартов из Абхазии. После их крайнего выступления на встрече выпускников, где они успешно заняли первое место, представителей команды поддержал президент Бадра Гунба. По его поручению была возобновлена работа команды КВН для дальнейшего участия в международном масштабном фестивале клуба веселых и находчивых. Руководителями новой команды стали Тимур Квипискири и Михаил Цкуа. Возникла
такая идея и поддержка. Самое важное, самое главное. Да? Появилась такая возможность. Бадр Зурабович позвал также руководителя команды КВН «Фантасмагорцы» Тимура Квитискири, с которым мы совместно, собственно говоря, и сейчас на сегодняшний день ведем это движение. Сложностей в этом абсолютно никаких не было, потому что ребят у нас, в принципе, очень-очень много, талантливых в Абхазии. Помимо этого состава, с уверенностью могу сказать, что можно собрать еще один состав. То есть есть ребята, которые занимались этим, есть те, которые еще не занимались КВНом, но, собственно говоря, это творческие личности, люди, которые могут самореализовать себя, в принципе, в любом творческом направлении, что мы, собственно говоря, здесь сегодня и видим. Самое ожидаемое событие для всех КВНщиков и любителей игры – зимний фестиваль в городе Сочи пройдет по традиции в январе. В этом масштабном мероприятии примет участие и сборная команда КВН нашей республики. Нужно отметить, что команда «Фантасмагорцы» создана относительно недавно. И за короткий промежуток времени проведена колоссальная работа. Ректор АГУ Олег Угварамя предоставил репетиционный зал команде. Несмотря на праздничные дни, команда активно репетирует и готовится к выступлению. Участников сборной команды 10, а над командой работают всего 14 человек. Так уж задалось с самого начала, с возникновения вообще КВН в Абхазии, нарты из Абхазии. И мы, и остальные коллективы, которые были, они всегда начинали свой путь с этого зала. И, собственно говоря, сердце абхазской молодежи, за что огромное спасибо также Олегу Алексеевичу Угвараме и всем тем, кто, собственно говоря, неравнодушен и беспокоится, переживает за будущее. Подготовка команды КВН к фестивалю включает разработку материала для основных конкурсов, приветствие, разминка, домашнее задание, поиск оригинальных шуток и фишек, репетиции для отработки, тайминга, подачи и актерской игры, а также формирование уникального стиля и концепции. Это непрекращающийся поток юмора и веселья, который заряжает творческую молодежь на предстоящий сезон. В 2025 году на международной арене мы добились больших успехов. Нас наконец-то признал коллективный Запад. Напрямую не сказать, конечно, не смогли, но выпустили новый iPhone мандаринового цвета. У нас было много материала, из которого мы ужали какие-то вещи и оставили вот тот материал, который сейчас есть, но на разные темы. Какие-то внутренние абхазские темы, отношения России с Абхазией. Но у нас команда молодая, современная. Мы будем затрагивать разные темы и преподносить это с юмором. Название команды «Фантасмагорцы» не случайно. Причудливое сюрреалистичное сочетание реального и нереального придумано и утверждено участниками команды. У нас много обсуждений было, и я скажу по секрету, что мы и сейчас иногда обсуждаем, что такое себе название. Многим не нравится, но прелесть в том, что перед каждым выступлением говорят «сборная Абхазии», то есть уже название можно придумать как-то так, полушуточно, но при этом умно. И поэтому мы решили объединить два слова, это «фантасмагория» и «горцы». И когда объединяешь, фантасмагория – это жанр кино, такой вот жанр за грани фантастики, так скажем. Ну и «горцы». И по факту, я не знаю, как обычно это происходит, то название, которое тебе не нравится, оно вот всегда как-то, не знаю, как-то привыкаешь со временем. И сейчас вот мы уже свыклись и сказали, все, фантасмагорцы, сборная Абхазии, идем в дорогу. Главное на фестивале – это общение и возможность работать вместе в одной команде. Это действительно бесценный опыт для молодых людей. Каждый, кто окажется участником этого значимого события в сезоне клуба, сможет получить уникальный опыт, увидеть популярные команды высшей премьер-лиги, чему-то поучиться у своих кумиров и попасть в новый сезон телевизионных лиг клуба веселых и находчивых. Адис Сагария, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Государственная хоровая капелла отправляется на гастроли. 16 января артисты капеллы примут участие в Рождественском хоровом соборе в Нижнем Новгороде, а 19-го дадут концерт в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве.
Капелла представит концертную программу «Музыкальные мосты Абхазии и России». В нее войдут сочинения абхазской, русской и зарубежной хоровой музыки. В их числе народные песни, песня о скале и песня о ранении, произведения Надара Чанба, дирижер Барас Кучба, хормейстер Мадина Чачхалия. А сейчас расскажем о погоде. 13 января в Абхазии ожидается дождь, переходящий в дождь со снегом, снег. Температура воздуха ночью 2,7, днем 3,8 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Камчакшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.